События дня в настоящем времени в студии в Вашингтоне. С вами я, Игорь Тихоненко. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Первая ночь прекращения огня в Сирии прошла без жертв среди мирного населения. С войны на войну. Армянская семья бежала из Сирии на Горный Карабах. И пока Хиллари Клинтон лечится от пневмонии, Дональд Трамп может сократить отрыв в президентской гонке. И обзор новостей начнут коллеги в Праге. Я приветствую Шахиду Якуб. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Игорь. В пражской студии я, Шахида Якуб. Здравствуйте. Возвращение не получилось. В столице Карелии Петрозаводске 12 сентября Верховный суд республики оставил в силе решение Горсуда о снятии всего партийного списка партии «Яблоко» в Петрозаводский горсовет. Повод формальный – недочеты в оформлении документов. Например, один из кандидатов указал место работы, а должность нет. Возглавляла яблочный список бывший мэр города Галина Ширшина. По ее мнению, и сам иск, и решение суда безосновательны. О том, как и почему Петрозаводск остался без Ширшиной, в нашем репортаже. Да нет, нам же нужны только кураторы. Рабочий день Галины Ширшиной расписан по минутам, времени до выборов все меньше, работы все больше. Новость о том, что список «Яблоко» из 39 кандидатов окончательно сняли с выборов в горсовет Петрозаводска, ей сообщили по телефону. Но бывший мэр столицы не отчаивается, к подобному решению она была готова. Это примитивные и самые такие неинтересные способы снятия конкурентов. Да? То есть это не борьба. Это не честная битва, да? Это не битва убеждений, да? Стратегии того, как ты понимаешь развитие города. Это не битва качества команд, да? А это просто проявление очередного примитивного, но действующего ресурса, который отличает партию власти. Партия власти тем временем с судами не связывается. Вот недавний оппонент экс-мэра карельской столицы, спикер пока еще действующего горсовета Геннадий Бондарчук на выборной неделе проверяет готовность к открытию нового сквера. По его убеждению, снятие «Яблока» с выборов – это продуманный пиар-ход самой компании. Скорее всего, им выгодно снятие этого списка и расчет именно на этом, чтобы еще больше поднять какую-то определенную пену оппозиционной партии. Несмотря на то, что Галина Ширшина связывает снятие «Яблока» с волей партии власти, в суд на команду Ширшиной пожаловался другой ее политический противник – руководитель карельского отделения партии «Родина» Николай Тараканов. Он позиционирует себя как последовательный борец против «Яблока» и яблочной идеологии. Я убежден, что партия «Яблоко» не будет пользоваться большой поддержкой в Республике Карелии, потому что, еще раз повторюсь, что несмотря на то, что они очень сильно сглаживают федеральную повестку на местном уровне и не говорят, что мы тут сильно привязаны к Москве и к их заявлениям, в том числе по Крыму, тем не менее, я думаю, что избиратели разберутся и поймут, кто и чьи интересы здесь представляет и преследует. Меж тем, уже вторую неделю в разных городах Карелии проходят одиночные пикеты в защиту команды Ширшиной. По словам самих пикетчиков, люди на такую акцию реагируют позитивно. А вот решением о снятии партии многие разочарованы. Любое урезание, любое сокращение выбора – это неправильно однозначно. Вы знаете, эти политические ходы уже надоело, наверное, всему населению. Не знаю, надо думать. Думать надо. Человек должен быть достаточно жестким, даже противостоять такому прессингу со стороны единороссов. Это несправедливое решение не суда. Суду, видимо, сказали, вы снимите партию «Яблоко». Суд не решает здесь ничего практически. Теперь «Яблоко» концентрируется на выборах в Законодательное собрание Карелии, Госдумы России, а также продвижением 13 кандидатов-одномандатников в Горсовет. Список партий в карельский парламент возглавила председатель «Яблоко» Эмилия Слабунова. А по Карельскому округу в Госдуму яблочники выдвинули Наталью Киселена. Но каким бы ни был итог предстоящего дня голосования, уже сейчас понятно, что Петрозаводск снова остался без Галины Ширшиной. И на этот раз даже раньше, чем люди успели сделать свой выбор. Около 200 человек вышли в центр Минска с плакатами «За новые выборы». Они требовали честного голосования, называя выборы ритуалом, который много лет организует один и тот же человек. Акция состоялась после выборов депутатов Нижней палаты, прошедших в минувшее воскресенье. Впервые за 12 лет в парламенте будет представлена оппозиция. На всю палату, а это 110 человек, смогли пройти два альтернативных кандидата. Независимые наблюдатели и активисты сообщали о случаях сброса бюллетеней и каруселях. Глава же Центра избиркома Лидия Ермошина заявила, что фактов подтасовок и других нарушений у наблюдателей нет. Эти выборы она назвала одними из самых лучших в стране. А обращения в ЦИК, по ее словам, были в основном просьбами, а не жалобами.
Если избиратели обращаются в Центральную комиссию, то именно с тем, что им не направили, например, приглашение прийти на выборы, не пришли с переносным ящиком к инвалиду, либо включили в дополнительный список, а когда они пришли на избирательный участок, их не было в основном. Прошедший в парламент глава пропрезидентской патриотической партии Беларуси Николай Улахович назвал выборы слишком демократичными и высказал удовлетворение, что большинство поддержало действующую власть. 85% прошедших в парламент кандидатов являются самовыдвиженцами. А в своих программах они воздержались от критики Александра Лукашенко. По оценкам самого президента Беларуси, выборы прошли спокойно. Только ленивый, алкаш или бездельник может плохо жить в Беларуси, заявил он накануне выборов в интервью агентству ТАСС, рассказывая о времени своего президентства и нынешней ситуации в стране. В ОБСЕ тем временем огорчились из-за незначительного прогресса в проведении выборов. Власти Беларуси недостаточно полно выполнены свои обязательства по демократизации избирательного процесса, цитирует Интерфакс заявление спецкоординатора миссии на выборах. У группы наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества другое мнение. Они назвали выборы в Беларуси образцовыми. Отметим, что среди основателей ШОС Россия и Казахстан – страны, входящие в таможенный союз. Беларусь является государством-наблюдателем ШОС. И снова эфир из Вашингтона. Продолжаем белорусскую тему. США признают некоторые улучшения при проведении парламентских выборов в Беларуси, однако не считают их в полной мере свободными и честными. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Джона Кирби, опубликованном в понедельник. Тем не менее, Госдепартамент считает, что выборы не соответствовали международным обязательствам, взятых на себя Беларусью по проведению свободных и справедливых выборов. В заявлении американского внешнеполитического ведомства отмечается готовность властей регистрировать больше кандидатов от оппозиции, чем на прошлых выборах. Однако в нем также указывается на серьезные проблемы, такие как непрозрачный подсчет голосов, формирование избирательных комиссий на безальтернативной основе и наличие медийной среды, которая препятствует осознанному выбору избирателей. Госдепартамент призвал правительство Беларуси к проведению серьезных реформ избирательного законодательства. В этот же день у здания белорусского посольства в Вашингтоне прошел пикет под лозунгом «Скажи нет безальтернативным выборам в Беларуси». Он был организован активистами белорусско-американского объединения, которые считают выборы несправедливыми, требуют от американского правительства не признавать их результаты, а также призывают продолжить давление на белорусские власти с целью проведения демократизации в Беларуси. На протяжении парламентской кампании, избирательной кампании и во время предварительного голосования, досрочного голосования и в день выборов наблюдались многочисленные нарушения избирательного законодательства, а также Конституции Республики Беларусь. Поэтому мы не признаем эти выборы, и мы призываем американские власти и международное сообщество также не признавать этот вновь избранный парламент и ограничиться чисто техническими отношениями с этим парламентом. Во время пикета к белорусским активистам присоединились их российские коллеги, которые в преддверии предстоящих думских выборов усматривают множество аналогий с ситуацией в Беларуси. То, что происходит в России, очень похоже на то, что происходит в Беларуси. Оппозиция задавлена, нет свободы слова, нет сформированной сильной политической оппозиции, по этой причине нет сильного парламента. Российские правозащитники не ждут от выборов никаких сюрпризов и уже готовятся к аналогичным протестам у российского посольства. Единственный сюрприз, который ожидает российских властей, это дальнейшее закручивание гаек. Этого, конечно, не хотелось бы, и, к сожалению, нет никаких гарантий и нет никакой защиты от того, что этого не произойдет. А теперь к новостям предвыборной гонки в США. Пока Хиллари Клинтон восстанавливается от пневмонии, отбивается от нападок американских СМИ за то, что она не рассказала раньше общественности о своем недуге, ее соратник по партии, действующий президент США Барак Обама, несмотря на загруженный график, отправится в Филадельфию, чтобы провести агитационные мероприятия в поддержку Клинтон. Между тем, ее соперник, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, выбрал Джеймса Вулси, бывшего директора ЦРУ и сторонника вторжения США в Ирак, в качестве своего главного советника по национальной безопасности. До выборов президента США осталось менее 2 месяцев, и пока Хиллари Клинтон лидирует в большинстве опросов общественного мнения. Однако, как отмечают некоторые политологи, шансы Дональда Трампа на победу в свете последних скандалов с кандидатом от Демократической партии могут лишь вырасти.
Еще пару недель назад казалось, что штаб Трампа оказался в крайне затруднительном положении. Но после этого республиканский кандидат набрал несколько процентных пунктов в так называемых неопределившихся штатах. Если посмотреть на Флориду, Северную Каролину, Пенсильванию и Огайо, то во всех этих штатах у кандидатов очень близкие результаты. И здесь им нужно победить. В такой гонке, как сегодня, кто знает, кто победит на выборах. Поэтому избиратели должны понимать, что борьба очень напряженная. Кандидаты меняют позиции, поляризуют общество, и ситуация может меняться буквально каждый день. Хотя у Трампа и Клинтон есть база верных сторонников, многие избиратели до сих пор не определились с выбором. Мэллой говорит, что предстоящие дебаты, особенно первые, которые пройдут 26 сентября, помогут многим из них принять решение. Мы задаемся вопросами, кто из них будет лучше решать вопросы ядерного оружия, кто сможет лучше справиться с международным кризисом. Много важных вопросов связаны с иммиграцией. Кто будет заботиться о нуждах вашей семьи и защищать вас? Это такие темы, на которые люди должны обращать внимание, в частности, когда публикуются опросы. Но главным фактором будут дебаты. Из-за пневмонии Клинтон была вынуждена отменить запланированное мероприятие в Калифорнии, что вызвало вопросы о состоянии ее здоровья в целом. Надеюсь, она не будет использовать это как оправдание. Не думаю, что это сильно на ней отразится. Каждый может слечь с пневмонией. Посмотрите, какую напряженную кампанию она ведет и как мало отдыхает. Это показывает, насколько она старается ради людей, поскольку она предлагает такие усилия, чтобы люди поняли, что она хочет делать со страной. Мэллой говорит, что опросы дают понять, куда движется кампания в краткосрочной перспективе. Сейчас нужно следить, удастся ли Трампу увеличить поддержку среди женщин, афроамериканцев и испаноязычных, или же Клинтон сохранит свое преимущество в этих группах. От выборов американских к выборам в России, где уже через несколько дней, а именно 18 сентября, россияне определятся с народными избранниками в Госдуме. Нынешние выборы будут проходить в обстановке весьма жесткого противостояния между Вашингтоном и Москвой. И, как считают аналитики, это весьма на руку Кремлю, который всячески пытается представить США как основного геополитического противника и виновника экономических проблем самой России. Тему продолжит Вадим Оленчев. Соединенные Штаты входят в группу стран, установивших жесткие санкции в отношении Кремля после российской аннексии Крыма. В свою очередь, власти России подозреваются во вмешательстве в ход президентской кампании в Америке, хакерском взломе компьютерных файлов Национального демократического комитета США и некоторых других международных действиях сомнительного характера. По мнению видных западных аналитиков, включая Анджелу Стэнд, все эти шаги направлены на подрыв легитимности американской демократии в глазах остального мира. Для режима президента Путина, говорит профессор Калифорнийского университета Беркли Стивен Фиш, такая установка весьма выгодна. Это позволяет Путину, считает Фиш, проводить парламентские выборы в условиях президентской диктатуры. Это просто удивительно. Вы только подумайте, 1,5 десятилетия назад в России была свободная пресса. Был парламент, в котором шла настоящая полемика, и проходили, хотя и со злоупотреблениями, выборы на конкурентной основе. Сегодня мы не наблюдаем ни одной из этих вещей. И что еще более поразительно, Путин добился того, что людей такой порядок вещей реально устраивает. Не в смысле, что он сумел такое провернуть, а в смысле, что людям это действительно нравится. Вот это и вправду удивительно. В этой связи политологи в США задаются вопросом, какой должна быть реакция американского правительства? Как должна строить свою политику администрация нового президента, который будет избран в ноябре? Стивен Сестанович, эксперт по российским и европейским вопросам из Вашингтонского совета по иностранным отношениям, предсказывает, что стратегией США должно быть, цитата, «что-то вроде новой холодной войны в совокупности с санкциями против России». Так, основная задача США в Европе — поддерживать единство НАТО, включая и действие санкций, до тех пор, пока Кремль не изменит политику по Крыму. На Ближнем Востоке требуется иное, а именно пытаться наладить сотрудничество, исходя из установки, что достичь координации американских и российских интересов реально. Ну и в-третьих, относительно ядерных вопросов, особенно в области контроля за вооружениями. Администрация Обамы рассчитывает на то, что есть шанс на конструктивный подход. В последнее время здесь даже наметились позитивные сдвиги. Но затем власти России сказали «спасибо, но нас это больше не интересует». Естественно, Вашингтон беспокоит, не усугубится ли антиамериканская направленность российских властей после осенних выборов в Госдуму. Поскольку на Западе почти никто не сомневается в парламентской победе пропутинских движений, не воспользуется ли президент России этим успехом, чтобы оказывать на Америку больше давления на международной арене? Большинство американских политологов сходятся во мнении о том, что политический климат в Кремле после предстоящих выборов в России сильно не изменится. А вот от новой администрации США ожидают прорыва в отношениях с Москвой. Независимо от того, кто станет главой Белого дома, после ноябрьских выборов избранному президенту придется выводить диалог США-Россия на новый уровень. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон.
Турция официально потребовала от США арестовать богослова Фетхулу Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации неудавшегося госпереворота. Запрос США направило Министерство юстиции Турции. Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Минюст страны, Анкара отправила в США досье с доказательствами, которые подтверждают вину проповедника. Президент США Барак Обама наложит вето на принятый обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий семьям жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Белого дома Джош Эрнст. Если бы Обама подписал принятый законопроект, семьи жертв погибших могли бы потребовать от Саудовской Аравии возмещения ущерба. Буквально через несколько часов после того, как с заходом солнца в Сирии вступило в силу соглашение о прекращении огня, госсекретарь США Джон Керри заявил, что перемирие, возможно, является последним шансом сохранить страну, раздробленную после 5 лет гражданской войны. Керри также заявил, что пока преждевременно с определенностью говорить об эффективности прекращения огня, достигнутого при посредничестве США и России. За 5 лет сирийский конфликт превратился из протеста против режима Асада в запутанную гражданскую войну. Сейчас в ней задействованы зарубежные союзники, химическое оружие и террористы. Но на самом деле главный герой этой войны – сирийский народ. На Капитолийском холме открылась выставка, организаторы которой пытаются донести эту мысль до посетителей. Это тихое место, круглый зал в сенатском здании, теперь наполнилось отзвуками историй простых сирийцев. Организаторы выставки хотят, чтобы посетители почувствовали, люди на фотографиях такие же, как все мы, только живут в условиях войны. Они обладают необыкновенной стойкостью духа, что видно на этих снимках. Люди хотят начать с чистого листа, продолжать жить, идти дальше. Вот портрет 6-летней девочки, которая проходит по 4 километра, чтобы раздобыть еды к ужину. А вот мужчина, научившийся править конной повозкой, потому что бензина в стране не хватает. На протяжении 5 лет конфликт обострялся и развивался, унеся уже около 400 тысяч жизней. Некоторые считают, что в этом виновато мировое сообщество. За эти годы бесконечные сводки о погибших и о безрезультатных дипломатических маневрах притупили человеческое восприятие. Некоторые считают, что США нужно было вмешаться на раннем этапе, а их бездействие позволило России дать подкрепление правительству Асада. Сенатор Боб Коркер, глава Сенатского комитета по международным отношениям, давно критикует политику администрации по Сирии. Мы та страна, которая могла бы изменить ситуацию, и все это знают. И это пагубно влияет на наше общество и на нашу страну. Разговаривая с сирийцами, понимаешь, что им кажется, будто их бросили на произвол судьбы. В Палате представителей рассматривается резолюция о привлечении к ответственности за нарушение прав человека и пересмотре бесполетных зон. Противники документа считают его провоенным и опасаются, что он приведет к интервенции. Ну а все эти люди, невидимые за полями сражений, будут ждать, не изменится ли что-нибудь. Итак, первый день прекращения огня в Сирии прошел спокойно. Впервые за долгое время в Сирии никто не погиб. Об этом сообщила независимая сирийская обсерватория по правам человека. Необычно наблюдать тишину на линии фронта в районе Джабар, где уже 5 лет правительственная армия воюет с оппозицией, которая пытается прорваться к Дамаску. Я надеюсь, что все закончилось. Сейчас пока непонятно, будет ли работать перемирие. Мы готовы ко всему. Я хочу, чтобы боевые действия не возобновлялись, потому что я хочу навестить свою семью. Тем временем президент Асад пообещал отобрать все земли, подконтрольные, как он выразился, террористам. Правительство Сирии решительно настроено на то, чтобы отбить все территории у террористов, восстановить безопасность и инфраструктуру и вообще все, что разрушено. Аналитики не возлагают больших надежд на очередное прекращение огня в Сирии. Дело в том, что в течение 5 лет войны режим прекращения огня объявлялся несколько раз и каждый раз срывался. Мы должны помнить, что главными сражающимися силами являются радикальные повстанцы, которые не согласились с условиями перемирия. Для них это война идеологическая, и навязывание этого соглашения означает, что самая сильная фракция, противостоящая Асаду, будет уничтожена. Эти кадры получены нами из района Ханано в Алеппо. Абу Хайтаму 50 лет. В этом городе он прожил всю свою жизнь. Ханапо контролируется оппозицией. Этот район был взят в полную блокаду несколько недель назад. Каждый день Абу Хайтам молится на то, чтобы его семья выжила.
Этот огород их единственная надежда на выживание. Из этого водопровода Абу Хайтам набирает воду и заботливо поливает растения. Их можно будет засушить и есть зимой. Если блокада продолжится до зимы, выращенный на этом маленьком огороде поможет детям не умереть от голода. Поход на местный базар не обрадовал Абу Хайтама. Каждый раз он приходит сюда и видит, как уменьшается ассортимент продуктов и как увеличиваются цены. В результате бомбардировок ранила его жену, и она хромает. Ранен был его сын, а две дочки вообще лишились своих мужей. И сидят эти ребятишки в основном дома. Взрослые боятся их отпускать. Никогда не знаешь, в какой момент начнется обстрел. На протяжении уже 20 дней мы здесь полностью заблокированы. И были бомбежки, громадное количество бочек со взрывчаткой и ракет. Бомбили российские самолеты и самолеты режима Асада. Сбрасывали бомбы и обстреливали ракетами. Еды мало, и ее не хватает. Вот эта чечевичная похлебка – вся еда этой большой семьи на сегодня. Хлеба нет, сахара тоже они давно не видели. Все, что не возьми, дефицит. Господи, готовим, что можем, самую простую пищу. Дети совсем маленькие, им еды не хватает. Газа нет, мазута нет. Ну и ладно, самых простых продуктов нет. Хлеба нет. У нас в семье 17 человек, сын и дочь, у которых дети совсем малыши. Чем их кормить? Часто даже просто хлеба нет. Единственная надежда этой семьи из Алеппо – это перемирие, но готовятся они ко всему. Война в Сирии продолжается более 5 лет. Она началась после того, как в марте 2011 года недовольные репрессивным правительством Асада люди стали выходить на демонстрации протеста, требуя уважения к своим правам. Против них были выставлены танки. Правительство ответило насилием. Началась гражданская война. Спустя 5 лет из Сирии, по оценкам ООН, бежали около 5 миллионов человек. Многие из них, этнические армяне, бежали именно в Армению. Часть из них расселили на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом подробнее в сюжете Арута Мансуряна. В семье Асмарян следят за новостями из Сирии. 4 года назад они покинули свой дом в Алеппо. Это одна из тысяч семей этнических армян, которые бежали от войны в Сирии. У нас есть родственники, молодые ребята. Они исчезли, и мы ничего о них не знаем. Семья Овика и Изабелла Асмарян живет сейчас в Степанакерте, в Нагорном Карабахе. До Алеппо 1000 километров. Вот уже 3 дня у них нет связи с родственниками и друзьями. Семья Асмарян уехала из Сирии, оставив позади смерть и разрушение, но оказалась в другой горячей точке. В апреле в Нагорном Карабахе начались бои. Десятки людей были убиты во время самого резкого обострения конфликта за последние 20 лет. Овик оставил семью, свой новый дом, тихий двор, и вместе со своим братом пополнил ряды резервистов. Но воевать не пришлось. Мы знали, что рано или поздно здесь будет война. Асмаряны оставили в Алеппо процветающий бизнес, торговлю автозапчастями. Овик не первый человек в семье, которому пришлось покинуть родной дом в результате конфликта. Во время резни армян в 1915-м его дед бежал из Турции в Сирию. В сентябре 2012-го семья Асмарян бежала в обратном направлении, уезжая на машине из Сирии в сторону Турции. Мы добрались до турецкой границы, увидели турецкий флаг и обрадовались. Это было неожиданно. Мы никогда бы не представили себе, что увидим флаг нашего старого врага и почувствуем себя в безопасности. С начала сирийского конфликта около 18 тысяч армян спаслись таким же путем и приехали в Армению. Около половины из них остались, остальные переехали в другие страны. По словам официальных лиц в Армении, в Нагорном Карабахе поселилось лишь 90 человек. Азербайджан осуждает любое переселение сирийских армян в Карабах, заявляя, что это способствует аннексии региона со стороны армян. В Липецке власти заблокировали открытие единственного в области реабилитационного центра для онкобольных детей. Центр развития добровольчества, структура подконтрольной региональной администрации, сначала разрешила фонду «Дети, родители против рака» арендовать заброшенный пионерский лагерь, а затем разорвал отношения с фондом, сославшись на нарушение природного законодательства. Дети-родители вышли на митинг. Участники митинга плачут. Они держат в руках свои фотографии и фотографии своих детей. Они просят у властей не отбирать лагерь для реабилитации онкобольных детей. Для многих из них после химиотерапии реабилитация просто необходима. Дарья Гуркова целый год боролась с лейкемией.
Сейчас болезнь отступила, но специальные реабилитационные процедуры проходить оказалось просто негде. Лечение, все очень дорого. И у нас море запретов на самом деле. Нам нельзя много чего. Нам нельзя далеко от больницы. Нам нельзя без контроля врачей постоянных. Нам нужно быть на связи как бы с ними, да. И вот этот лагерь была бы отдушина великолепно. Ребенку нужен отдых, нужна разгрузка. Вот в таком состоянии благотворительный фонд «Дети и родители против рака» взял в аренду несколько корпусов лагеря «Радуга». За 2 года на свои деньги сделали капитальный ремонт. И теперь здесь стоят современные здания с теплыми полами, полностью приспособленные для больных детей в инвалидных колясках. Общая сумма вложений составила около 20 миллионов рублей. Лагерь вот-вот должен был открыться, но Центр развития добровольчества в одностороннем порядке разорвал договорные отношения. Нас обвиняют в том, что мы что-то нарушили. Нам прислали соглашение о расторжении договора в связи с тем, что мы постелили вот эти дорожки, отремонтировали вот эти здания, снесли старые туалеты, построили вместо него столовую, то есть нарушили. Мы не считаем, что мы нарушили, потому что проект освоения лесов не мы делаем. Проект освоения лесов делает собственник этой земли. Собственником лагеря является Центр развития добровольчества. Директор центра говорит, что по договору на территории лагеря строить ничего было нельзя, а тем более сносить. За снос старого туалета, в том числе, добровольцы и расторгли договор с фондом по реабилитации онкобольных. Для возобновления договора директор центра настаивает на сносе недавно построенных зданий. Центр развития добровольчества известил Альбину Викторовну Корневу о расторжении договора по причине потери доверия к этому человеку, разрушить столовую и, соответственно, убрать дорожки и все остальное. Все остальное – это вернуть на место старый туалет. А иначе никакой реабилитации для онкобольных. Подобных центров нет не то, что в Черноземье. Их по всей стране всего один – в Владимирской области. Планировалось, что ежемесячно здесь смогут проходить реабилитацию около 100 детей вместе с родителями. А вместо этого Центр развития добровольчества вынужден ломать голову, что дальше делать с заброшенным лагерем. Планов на данный момент по «Радуге» у нас никаких нет, так как изначально, когда Центру развития добровольчества она передавалась, планировалось сделать из нее, так скажем, площадку, где можно было проводить мероприятия, различные слеты, но средства на восстановление «Радуги» на данный момент у нас не имеются. Освободить лагерь фонд «Дети и родители против рака» должен в начале октября. Но активисты фонда надеются, что в дело вмешается губернатор и разрешит открытие реабилитационного центра. Однако к главе администрации, по словам Альбины Корневой, она не может попасть уже неделю. Говорят, что он сейчас занят предвыборными делами. В регионе в середине сентября выбирают депутатов в Государственную и областную думу. Липчане просят сохранить центр, ведь сегодня в области 580 детей больны раком, и чтобы выжить, им нужна помощь взрослых. Ксения Рославская специально для настоящего времени. И снова перенесемся за океан. Для любителей кофе день просто не может начаться без запаха свежесваренного любимого напитка. И вот теперь у настоящих гурманов появилась еще одна радость – будильник, который дает возможность насладиться этим приятным ароматом еще до того, как они открыли глаза. Вместо привычных раздражающих сигналов теперь есть сенсор Wake – будильник, который будет с помощью различных ароматов. Автор этого изобретения – французский студент Гийом Ролан. Он признается, что ненавидит утро, поэтому он и придумал этот будильник в своем гараже пару лет назад. Вы вставляете капсулу с запахом, который вам понравится, например, мяты, в будильник. И утром вы почувствуете аромат. Через 3 минуты он будет достаточно сильным, чтобы разбудить вас в хорошем настроении. Ароматы кофе, перечной мяты и свежей травы выветриваются через 15 минут. Если у вас, например, заложен нос, или вы крепко спите, или у вас похмелье, у нас есть запасной вариант – мелодия, которая включается через 3 минуты. Ассортимент ароматов достаточно разнообразный. Это может быть запах свежего хлеба, шоколада, морского ветра. Каждую капсулу можно использовать до 30 раз. Предполагается, что сильные запахи могут разбудить человека за пару минут. Но что, если этого не произойдет? Мы используем полимерные шарики в ароматизированных капсулах. Поток воздуха помогает запахам распространиться. Изобретатель обещает, что будильник Sensor Wake принесет вам положительные эмоции, и вставать по утрам будет гораздо приятнее.
Ну что ж, это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Я Игорь Тихоненко и команда «Настоящего времени» в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Шахида, пока. Наша пражская команда тоже прощается с вами. Смотрите нас в эфире своих телеканалов, в социальных сетях. Я Шахида Яку. Прощаюсь с вами до завтра.